Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Здравствуйте. Хайрли Кич. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, завтра, 12 ноября, на территории Татарстана вступает в силу закон об ограничении продажи энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Соответствующий документ 2 ноября подписал президент Республики Рустам Минниханов. Казалось бы, что такого страшного в этих обычных вещах, которые можно найти в любой торговой точке, в любом магазине. К сожалению, многие родители, и подростки в том числе, не подозревают, какая страшная опасность, в общем-то, в них таится. Итак, тема этой программы звучит достаточно жестко. Попробуем поэтому разобраться. Смерть от зажигалки. Как остановить токсикоманию. Я представляю гостей в нашей студии. Светлана Михайловна Захарова, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель Комитета по социальной политике Государственного совета Республики, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня мы очень рады видеть Людмилу Михайловну Невоструеву, клинический медицинский психолог высшей категории, Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева, кабинета социально-психологической помощи с телефоном доверия СРД 129. Добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня Лия Рустамовна Насибуллина, руководитель Центра токсикологии городской больницы номер 7 города Казани, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, член Европейской ассоциации токсикологов, врач высшей категории. Хайрли Кич. С нами сегодня Амина Алсу-Фидаилевна Тухтаева, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции, начальник отдела по делам несовершеннолетних, отдела полиции номер 6 Савинова, управления МВД России по городу Казани. Здравствуйте. Амина Айдаровна Давыдова, председатель родительского комитета при Министерстве молодежи Республики Татарстан, медицинский психолог МКДЦ. Добрый вечер. И Раиль Рафаэльевич Шамсудинов, до этого с нами всегда был на скайпе, сегодня в нашей студии, преподаватель Казанского энергетического колледжа, член Совета учителей-блогеров при Минпросвещении России, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, кандидат педагогических наук. Хайрли Кич. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения также кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Предлагаю начать нашу программу с результатов интернет-опроса нашей аудитории в социальной сети ВКонтакте. В начале недели мы задали вопрос, он звучал так: нужен ли закон о запрете продажи зажигалок детям? Вот что ответили наши респонденты. Да, чтобы не курили, 74% проголосовавших. Нет, зачем это надо, 19%. И 6% респондентов сказали, чем бы депутаты не тешились. В общем-то, этот же вопрос адресуем телезрителям. Итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. Но вот что нас тревожит, да, и я понимаю, что все наши эксперты тоже это понимают. Большинство ответили на этот вопрос так, чтобы дети не курили. На самом деле вопрос стоит совсем не в курении. С чем это связано? Давайте главного токсиколога спросим, Лия Рустамовна. Почему, на ваш взгляд, родители не знают, не предполагают, а предполагают, что это вообще голосовали родители в большей степени? Да, если раньше был ингаляционный вид токсикомании, употребления психоактивных веществ, это как клей, либо испарение бензина, который вызывает гипоксию, то последние 5 лет очень модно стало среди, к сожалению, подростков и детишек это вдыхание паров зажигалки, газа зажигалки, сжиженного бутана, пропана, смеси этих газов, которые при вдыхании вызывают достаточно серьезное кислородное голодание, как по медицинскому термину это гипоксия, вызывает до такой степени, что это может угнетаться дыхательный центр. Ну и, собственно, если есть хронические заболевания, то бронхообструкция, то есть сужение бронхов, нарушение и дыхания, и угнетение сознания вплоть до комы. Но до этого, в чем, скажем, по сленгу фишка, да, этого вдыхания, что они, со слов, видят галлюцинации какие-то, то есть изменения сознания, которые, в общем-то, за этим они и гонятся. Но в этой ситуации-то родители могут определить вообще, что происходит с ребенком? Конечно, то есть это естественно, это не с первого вдыхания, не с первого опыта, но если чем чаще ребенок это все, в общем-то, использует, то, конечно, есть нарушение и памяти, и головные боли. Часто также надо коррекция и психического состояния пациента, но это скажут более грамотные специалисты в этом вопросе. Чаще всего это именно головные боли у детей. Светлана Михайловна, вот результаты такие. Я понимаю, что, конечно, это срез такой опрос интернет-аудитории телеканала «Новый век», но при этом депутаты принимают закон, президент подписывает, а люди, в большей степени, наверное, даже не знают, о чем мы сегодня говорим, что это явление так называемого снифинга, да, вдыхание, нюхать. Как бы вы сейчас, как депутат, прокомментировали результаты опроса? Но, знаете, давайте начнем с того, хотя был там и депутатам или делать нечего, или что-то, да, то есть любые законы, которые
которые, они, как правило, идут от нашего населения. И этот закон, он касается не только зажигалок, но и употребления энергетиков. И, кстати, этот закон и рождался именно с энергетиков. начиная, То есть мы начали с энергетиков, когда к нам обратились родители, именно наших детей на наших встречах. Затем уполномоченная по правам ребенка обратилась. И наш молодежный парламент также проводил аналитику и дал нам определенные цифры. И тогда уже вот мы сели рабочей группой и разработали данный законопроект. И дальше уже как раз, когда родился уже фактически законопроект, прокуратура обратилась к нам с тем, что необходимо и те самые зажигалки или сжиженный углеводородный газ тоже ограничить продажу в связи с теми случаями, которые происходили не только в Республике Татарстан, по всей но России, и по всей России. Конечно же, это ведет к определенным последствиям. И надо сегодня, да, у нас многие говорили, опять мы запрещаем. Но на сегодняшнем этапе даже кто-то сказал, что мы нарушаем Конституцию. Хотя, согласно Конституции, мы должны, наоборот, заниматься профилактикой и охраной здоровья, в том числе и наших детей, не только взрослых. И статья закона нашего об охране здоровья граждан Российской Федерации, она тоже дает нам такие преференции, именно субъекту законодательной инициативы, региону, разрабатывать такой законопроект. И, конечно же, мы с коллегами его разработали, и разработке предшествовала большая работа. Мы запросили Минздрав сдать нам статистику, мы изучили показатели Всемирной организации здравоохранения. Европейская комиссия, она тоже изучала и проводила исследования, особенно по энергетическим напиткам, какие они осложнения дают у детей. Да, вроде бы ребенок выпил напиток, да, и все нормально, все хорошо. А какие последствия в будущем? У нас же ребенок растет, и поэтому мы говорим о том, что мы запрещаем не для того, чтобы ребенок вот не пил, да, а чтобы все-таки его здоровье в будущем было благополучным. Ну, а зажигалки, они сами по себе несут, конечно, газ, и дети, которые употребляют, к сожалению, не зная, это где-то им там, как они говорят, какой-то легкий кайф они, да, а кто-то сказал там друг другу, вот я попробовал, ты тоже попробуй. Самое главное, что это пробуют же дети начальной школы. То есть не сколько взрослые уже, кому там за 14 Плюс это очень доступно, да? Мы же понимаем, что по цене это очень доступно. Доступно. И может купить каждый. Вот мы, многие выросли в Советский Союз, нам даже спички не продавали, если вспомните. Но тогда боялись пожаров. А сегодня мы именно боимся токсического отравления. И очень важно сегодня проводить работу, профилактическую работу вот в этом направлении. Хорошо. Что скажут психологи? Почему вот, голосование, все-таки итоги с вами подведем, Людмила Михайловна? Люди не знают или просто верить не хотят, или изначально настрой такой, приняли закон всегда против людей, да? Ну, честно говоря, не знаю. Светлана Николаевна, да? Вот давайте. Что угодно в голову приходит, мама с обращением приходит к нам, но вот эта тема, она никогда не затрагивает, они даже не знают, они даже не думают, что может такое произойти с ребенком. То есть что-то волнует в ребенке, но не предполагают, что да, это... но не то, что не предполагают. Они даже и в голову не пройдет, что третьеклассник вот именно с такими симптомами, они бегают по врачам, а он все дальше и дальше продолжает. То есть третьеклассники уже к вам приходили? Да. Третий класс, вот у нас такие самые юные, третий класс. Энергетику употребляют третий, второй класс. Кто им дает? Опять же, старшие ребята. Они могут купить, к сожалению, в магазине. Я сама была на практике. Они могут, но вот в некоторых магазинах не продают. Старшие ребята, то есть получается как, ребенок пришел в школу, он не ко двору оказался. Это не имеет значения, благополучная семья, неблагополучная, вот он одинок. А чтобы не отрываться от коллектива, тут группа, компания друзей, которым говорят, слушай, ну ты давай, то вот вдохни. Давай как все. Тут давай как да, все. Да, и он старается быть как все. И домой приходит неадекватный, мама не поймет, что. Потом этого третьеклассника начинает там что-то рвать или какие-то... Она, ой, он заболел, наверное, вызывает врача, вроде никаких признаков нет, на утро проснулся, все хорошо. То есть нас сегодня волнует вообще состояние и увлечение этим именно учеников начальной школы. Раиль Рафаэлович, как думаете, состоятельный закон сам по себе вообще необходим был? Ну, в первую очередь, я хотел бы здесь, конечно,
можно остановиться на одном моменте. Мы сегодня очень много используем такие зарубежные, американские, европейские слова. Вот вы тоже об этом снифинг, сказали, да. снифс, да. Ну, по-другому это токсикомания, да. Но я все-таки хотел бы обратиться и к коллегам, и вот родители нас, наверное, смотрят очень много. Вот такие слова меньше использовать, потому что когда мы используем такие слова, Это говорим... становится модно, да? Да, модные слова, у детей возникает интерес к этим словам. Они после этого начинают ковыряться в интернете, смотреть, что это такое, и попадают на такие запрещенные, так скажем, сайты, которые пропагандируют, что это круто, что это интересно. И, соответственно, дети начинают в этой сфере ковыряться и, соответственно, попадают. Начинается там общение, и уже дети начинают там... познавать больше, а дальше увлекаться. И чем меньше мы используем, я не говорю, что нужно запрещать использование этих слов, но я считаю, что в наших силах меньше это использовать. А что касается вот, ну здесь самое главное разговаривать нужно с детьми, то есть объяснять, что это плохо. Вот, например, когда мы росли, нам говорили, что клей, всегда говорили, да, клей это плохо, то есть даже в тюбике было написано, что это то есть детям запрещено. В зажигалке так не написано, это одно, да. У нас вот клей где сейчас хранится? Всегда наверху на полке. Мы его, когда нужно, оттуда берем. А давайте вот все сейчас подумаем, где у нас зажигалки находятся. Они везде. То есть у нас в кармане могут быть, в машине, в бане, там дачной сумке. То есть у детей возникает такое мнение, что они... ну, они начинают думать, что это везде есть. Это, да, это доступно, это можно поиграть. И вот еще один момент. Когда мы росли, нам всегда родители говорили, и сейчас мы даже, вот я своему сыну говорю, зажигалка это плохо. Почему плохо? Потому что это пожар может возникнуть, да? А никто из родителей не говорит, что это опасно, если мы его вдыхаем. Вот я, к сожалению, я признаюсь, я своему сыну так не говорил. То есть, понимаете, то есть здесь надо психологически подходить к этому и с детьми разговаривать, и это объяснять. Спасибо, мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Итак, мы продолжаем сегодня в ток-шоу «Точка опоры» обсуждать тему токсикомании, запрет на продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Но сейчас в перерыве на рекламу интересное предложение поступило от Амины Айдаровны. Каким образом по поведению ребенка, скажем так, заподозрить родителю, второклассника или третьеклассника, что что-то там не так? Во-первых, это раздражительный он может быть, у него будут головные боли. И еще можно определить, понюхав его полотенце, а от полотенца будет исходить обязательно запах, потому что часто полотенце используют как фильтр. Вот в продолжении разговора о том, что с детьми не разговаривают на эту тему, да, если нам в детстве что-то говорили родители, я точно помню, что мне лично говорили про клей, да, что это опасно и так далее. Но сейчас наших детей нужно не только то, что нам родители говорили, но еще защищать от интернета, потому что эту информацию очень легко можно найти в интернете. И инструкцию, Инструкцию, что как с это этим можно делать, да? использовать, да, и самое главное, какие галлюциногенные эффекты, что появляются какие-то вот интересные изменения сознания, и ребенок исключительно за интересом это может в первый раз делать, либо же из-за того, что хочет быть к друзьям поближе и так далее. Итак, обращаем внимание на полотенце. Алия Рустамовна сейчас сказала по поводу масок, да? Да, возможно, маски, особенно когда все мы в пандемию носили, в общем-то, поголовно маски и был масочный режим, многие продолжили носить маску, особенно и детишки подросткового возраста, именно у тех, у кого были моменты принятия ингаляционного газа. То есть они что делают? На маску наносят... Нет, они тоже используют пропитывают? как фильтр, на самом деле, ее. Так проще, и действительно запах остается на маске. То есть, Еще можно использовать шапки, шарфы они используют. То есть Смачивают, дышат. Закрывая лицо. Да, вот закрывает лицо, он дышит шарфиком, и он вдохнул. Там, В общем, на эти моменты тоже нужно обратить внимание. Давайте сейчас мы вот по теме энергетиков еще пройдемся. Какие медицинские последствия? Светлана Михайловна сказала, что сейчас он выпил все хорошо, да? То есть нормальный, бодрый, как никогда активный. Это их, как правило, и берет. И берет, да. Они ночью сидят у нас в компьютерах, в телефонах, в своих гаджетах. Поэтому и не уснут. А утром же надо в школу, и очень часто прямо около школы есть магазины, прям дети берут, выпили, и все бодрое идет. То есть, и, в общем-то, родители, я думаю, что большинство не особо и Даже и не беспокоится, знают. выпил и так далее. Ну, выпил, что там составит, Алия Рустамовна, что должно насторожить и к каким последствиям может привести. Если вообще безопасная доза, я не знаю. Нет, безопасной дозы, конечно, нет, там состав дичайший. Дичайший это как? Дичайший Это это не в плане и кофеин, и таурины, и очень много, ну, понятно, красителей и усилителей вкусов, но самое главное, там очень высокое количество сахаров.
Там настолько высокое количество сахаров, что если, к примеру, у ребенка есть диагноз диабет, то он может в кратчайшие сроки привести к очень высокому уровню сахара в крови, либо, например, через минут 40 после принятия снизить, наоборот, этот сахар. То есть До настолько критического. скачки сахаров бывают, да, это и у здорового населения, взрослого, детского, и особенно у тех, у кого есть хронические заболевания. Также кофеин и таурин в бесконтрольном приеме внутрь, это, естественно, кардиотоксический эффект. То есть настолько сильный, что может быть достаточно высокий пульс вплоть до более 150-200. И на фоне этого, учитывая снижение сердечного выброса, падение давления. То есть это основные эффекты, которые вот только приняли. А если постоянно, конечно, хронический эффект достаточно серьезный. Это действительно сердечная недостаточность. Достаточно в юном возрасте. Сейчас очень помолодела сердечная недостаточность. Ну и, естественно, болезни обмена вплоть до и сахаров, и инсулинорезистентных заболеваний. Ну, вот сейчас, например, запрет, да? Каким образом мы сегодня будем решать вопрос, чтобы не продавали? Я не знаю, во-первых, судя по всему, пока этот закон заработает, ну, в реальную силу, мы будем обсуждать, наверное, чуть позже, как сейчас родителям, чем мотивировать, чем убедить, да, Амина Айдаровна? Что нужно сказать, что вот Ну, во-первых, разговор Нельзя. с детьми, да, это вот что постоянный сказать? разговор, не тянуть там до какого-то там до 10, там до 8 лет, потому что в этот момент начинают. Постоянный непрерывный разговор с ребенком, объяснение, пока, если даже, вот, например, смотрим, находим на ютубе какое-то видео, изначально сами посмотрели его, конечно же, да, а потом с ребенком еще раз просматривая и объясняя и рассказывая, потому что сейчас информация очень доступна, чтобы ребенок не переварил ее так, как он захотел, а так, как правильно нужно, да. А помимо этого снижение когнитивной памяти, внимание же происходит при потреблении тех же энергетиков. Энергетики все-таки потребляют дети постарше. Есть еще большая проблема, то, что дети это все могут заказать в школу через всякие доставки. То есть я сама была свидетелем того, что вот с такими пакетами принесли в школу продукты, и там что еще было, я не знаю, да, то есть доставщик пришел, принес в школу. Вот. И это не какая-то там последняя школа где-то на окраине, да, это одна из хороших доставка школ. это отдельная история, Да. как будет решаться, Вот, да? то есть этот момент тоже как-то нужно учесть, потому что дети могут спокойно. Там же не спрашивают, кто заказывает. Нет. Ну, вообще, Оплата наверное, с карты. Оплата с карты, да. Да. А в первую очередь, наверное, и родителям надо Да, говорить, конечно, потому что у нас конечно. очень многие родители, почему сказали зажигалки, чтобы не курили, да? Потому что везде на слуху курить нельзя, курить нельзя, курить нельзя. Где мы слышали на слуху, да, кофе вроде пить нельзя, но, как правило, это взрослые, дети, ну вот у всех у нас есть дети, у кого маленький ребенок пьет кофе, ну фактически очень редко, и то это растворимый, где количество кофеина такого нет. Здесь превышает кофеин несколько раз. И плюс с таурином, с аминокислотами, с сахарами он дает действительно огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на мышцу. А ребенок же у нас еще растет до 18, до 20 лет, мышцы, наше сердце, все растет. И, конечно, мы потом получим 28 лет у нас инфаркты, инсульты. Родители об этом тоже не знают. Нам надо вот сейчас большую работу проводить именно с родителями. В школах, на родительских собраниях должны быть лектора, которые именно придут в здравоохранение, вот скажут, с чем последствия. Потому что, ну ладно, выпил, ну и что? Нет, есть последствия. Если даже взрослый человек выпьет, он сразу возбуждается, он сразу активный становится. А у нас же многие дети еще спортом занимаются. Вы представьте, вот эта нагрузка на сердечную мышцу, мало того, Энергетик что перед спортом, спортзалом, и да? еще плюс энергетик перед спортзалом. Это колоссально, это мы просто, извините меня, взрыв сердца можем получить. Людмила Михайловна, во сколько лет разговаривать с ребенком? Я вообще Семилетнему считаю, ребенку вот можно смотрите, это говорить? если мы сейчас начнем вот все вот как во всеуслышание кричать, как про наркотики, дети еще больше будут экспериментировать, интересоваться. вызывается Так. интерес. Поэтому называется фраза «оброненная вскользь». Даже пусть маленький идет, вот идет он с маленьким ребенком и говорит, вот это вот вредно, вот даже в магазин пришли, этот напиток, он не совсем для здоровых там, Мы его людей брать не и так будем. далее, мы его брать не будем. Давай вот это полезнее там напиток. Прошли. Это фраза «оброненная вскользь». Купили, не купили. А у нас чем больше мы говорим, тем больше детей привлекает. А найти, чтобы кто купит, это все равно запрет, не запрет. Найдутся люди, которые купят. Поэтому тут нужно правильно преподнести То есть эту не информацию. переборщить, да, чтобы Не запретный переборщить. плод не стал сладок, да? Чем больше мы в школе начинаем об этом говорить,
тем больше появляются эти вещества. Ну, надо как раз и разговаривать, наверное, больше с родителями, да. чтобы они не то, Родители. чтобы они смотрели. Ну, как вот, смотрите. Родитель, вы представляете, что такое? Родитель, он услышал. Он с такими огромными глазами. И бежит давай домой, вот так вот, и нельзя, начинается нельзя, лекция нельзя, о международном нельзя, да? положении ребенка в течение 3 часов. Потом на следующий день то же самое. Ребенок уже устал от этого и говорит: отстань от меня. Но закралось сомнение. Я-то ведь об этом не знал. Интересно, мама что-то сказала. Ну да, запретный а плод дай-ка я зло. попробую. Но если Поэтому... в семье не пьют этот напиток, вряд ли тоже кто-то будет Конечно, употреблять. Да, конечно. но поэтому я и говорю, здесь должны и психологи, наверное, и медики читать, не преподаватели. находить правильные слова для того, чтобы не- Как донести до ребенка, Не чтобы это пропагандировать, да? интересно. Не Я вам вызвать могу обратную привести реакцию. пример, который я использовала в своей практике, будучи преподавателем в институте. Ну, пьют, ну, смотрю, уже и курят, там кое-что узнала. Что сделать? И был у нас рядом центр такой реабилитационный для детей-инвалидов. Я узнала, что там детей очень много рожденных от наркоманов и так далее. Дети-растения. Как выйти, показывать детям? Это же будет дико. Тогда я говорю: давайте мы поможем этому центру. Покрасим забор, значит, сделаем концерты, И они всё то есть увидели. помощь им окажем. Теперь задается такой тихий вопрос: а это вот почему? Ну, мой, говорю, вот сейчас давайте, вот бывают такие дети. И потом начинаю говорить им. Там. Но вывели всех детей, даже которые не ходячие, как растения. Говорю: покажите, вот пусть на прогулке они с ними походят в колясочках, все. Девочка одна подходит недели через 3, говорит: и курить бросила, не только что, даже пить. Вот понимаете, это очень эффективно, но это не надо как диковинку показывать. Если что-то там... Естественно, Вот, да, вот если мы ухаживали, и они ходили несколько раз в этот центр с концертами, там, с помощью, но каждый раз вздыхали и смотрели: ой, какие детки могут быть. То есть это не прямой запрет, а нормальный поиск к сердцу, к душе ребенка, чтобы Да. вот Сердечко. аккуратно Да, преподнести да, да, всю что вот эту последствия. информацию. Да. Вот это у нас Да, получилось. смотрите, эффективно. по поводу еще смертности от вдыхания сжиженных газов, да? По данным уполномоченной по правам детей в Татарстане Ирины Волынец, она должна была быть в студии, вот не смогла прийти, с 2018 по 2021 годы в России показатель смертности от вдыхания сжиженных газов от зажигалок вырос. В 2017 году количество смертей было 142, в 2018 году погибли 154 подростка, в 2021 году от этого скончались 350 человек, по-моему, данные этого года 360. Были такие смерти и... Но это не в Республике Татарстан. Это по всей российской, России, да. это по всей Подумать, России, что в но в Республике Татарстане тоже были эти случаи, был Зеленодольск, был Нижнекамск, мы сейчас вспоминали, да. Специалисты вот говорят, то, что мы почитали, после вдыхания сжиженного газа возможен паралич дыхательного центра, токсический отек головного мозга и легких. Что происходит, Алия Рустамовна? Ну вот за счет того, что достаточно легче, чем воздух, сжиженный газ, он вытесняет полностью кислород. Естественно, отек мозга головного и отек легких, он как раз на том кислородном голодании и возникает. Это на самом деле практически мгновенно. Отек мозга, на самом деле, он возникает, организм пытается себя как-то сберечь на какое-то время. Но это То есть он уже... блокирует преступление, скажем так. Да, и он за счет этого повышает сахара тоже. Это определенная защита. Но если вовремя не оказать помощь, чаще всего это именно, кстати, смерти на улице, потому что либо скорая уже приезжает, это мгновенно ингаляционное отравление, они практически мгновенно поражают организм. То есть они одни из самых тяжелых считаются у нас, ну, в общем-то, по всей градации, если мы берем и страшнее внутривенных, и страшнее пероральных, именно ингаляционные. И прежде чем уйти в кому, либо потерять сознание через отек мозга, то есть здесь нужно именно успеть правильно оказать медицинскую помощь. За счет угнетения дыхательного центра не сразу и кислород поможет, как один из лечебных скажем, мероприятий. Да. Тут уже возникает необходимость как перевод на дыхательную аппаратуру уже за пациента, особенно когда угнетение дыхательного центра происходит. Это после первого вдыхания? Я не Может знаю. быть и после кого-то первого. может У кого-то быть и может быть и после первого. У У нас же кого-то... есть дети с разной патологией. Конечно. Не Не обязательно все- не все- ребенок будет Правильно, здоровый конечно. полностью. Алия Рустамовна, поступали такие дети? К нам лично в нашу больницу, где у нас находится центр, не поступали, но мы с 15 лет принимаем пациентов по лицензии. А так обращения были консультативные по районам. В Челнах, в Нижнекамске, естественно, мы 24 часа на связи. И врачи, если поступают такие ребята, мы консультируем всегда. Хорошо. Спасибо. Мы прерываем сейчас на новости Татарстана. Во второй части программы продолжим, так что не переключайтесь.
Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Приветствую всех наших телезрителей. Сегодня говорим о проблеме токсикомании, точнее о законе, который запрещает продажу несовершеннолетним зажигалок и энергетиков. Вступает он в силу с завтрашнего дня на территории Татарстана. Итак, наши депутаты, скажем так, нашли вот один из путей решения проблемы. Это работали над этим законопроектом, принят закон, президент подписал. У нас уже была подобная практика, вот мы сейчас тоже вспоминали в перерыве, по снюсам и вейпам. Вот давайте, чтобы понимать, насколько закон сработал, что по снюсам? Вот, Алия Рустамовна. По снюсам у нас сейчас практически вообще нет 5 лет назад, поступлений. примерно, да, запрещается, Светлана Михайловна? Да. Да. У нас сейчас нет поступлений, обращений пациентов, хотя те же 5 лет назад мы достаточно часто выезжали на консультации в детские больницы у пациентов с хроническим употреблением снюсов. Сейчас, конечно, слава богу, такого нет. Вы связываете непосредственно Конечно, с принятием конечно, законопроекта? конечно. Это связано. Благодаря только этому. Такая практика у нас была. Сейчас депутат Государственной Думы Айрат Закирович Фарахов, он вышел с инициативой распространить новый татарстанский закон на всю территорию России. Вы давайте послушаем, что он сказал по этому поводу. Данный закон 2 ноября подписан президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Я считаю, что это принципиально важная позиция. Она принята, исходя из того, что защита, охрана граждан – это совместное ведение, и субъекты принимают такое решение. Республика Татарстан приняла это решение, но вместе с тем соседние республики могут не принять такого решения. И поэтому, конечно же, мы сейчас прорабатываем вопросы. Я готовлю запросы для того, чтобы такой проект закона был рассмотрен и принят на федеральном уровне. Данный закон 2 ноября подписан президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Я считаю, что это принципиально важная позиция. Она принята, исходя из того, что защита, охрана граждан – это совместное ведение, и субъекты принимают такое решение. Республика Татарстан приняла это решение, но вместе с тем соседние республики могут не принять такого решения. И поэтому, конечно же, мы сейчас прорабатываем вопросы. Я готовлю запросы для того, чтобы такой проект закона был рассмотрен и принят на федеральном уровне. Светлана Михайловна, для чего нужно на федеральном уровне? Еще раз давайте проясним позицию Айрата Закировича Фарахова. Почему Татарстан, как принятие только у нас, в общем-то, не решит той проблемы? Ну, конечно, надо сказать, что закон принят не только у нас, и мы, когда его принимали, тоже работали с нашим Приволжским федеральным округом, и у многих субъектов Приволжского федерального округа этот законопроект принят. Но мы граничим не только с Республикой Татарстан с теми субъектами, которые приняли, и тот субъект, который не принял, на границе очень может подросток пойти, купить, приобрести или в гости поехать, да. Конечно, бы хорошо, чтобы все-таки вся Российская Федерация запретила продажу для детей этих энергетических напитков, в том числе и зажигалок. Айрат Фарахович, насколько это, как помощник депутата Государственной Думы, насколько это реально сделать достаточно быстро и внедрить закон на территории всей России? Обычно по практике это в течение года делается, но так как это касается наших детей, мне кажется, если Айрат Закирович возьмется за это дело, у нас же еще, кроме Айрата Закировича, есть еще 14 депутатов, которые избраны от Татарстана. Если инициатива будет в ближайшее время государством внесен, и законопроект, я думаю, будет принят. Но я здесь, знаете, на одном моменте хотел остановиться. Вот я всегда удивляюсь, когда какие-то люди, скептики, да, против запрета. Потому что, я хочу сказать, что если мы запрещаем что-то, вот если это касается жизни конкретного человека, жизни хотя бы одного человека, мы спасем запретом. В нашем случае, если спасем жизнь ребенка, то я считаю, что это очень оправданно. Поэтому такой закон обязательно надо принимать. И вот наша задача, Светлана Михайловна, чтобы этот закон Государственной Думы был принят и подписан президентом нашей страны. У нас сейчас, наверное, более главная проблема, чтобы этот закон работал. Да? Мы можем принять, как сейчас он будет работать. Почему есть скептики, и даже среди депутатов они есть, которые говорят о том, как мы будем контролировать каждый киоск, каждый магазин и так далее, и так далее. Есть разные способы. Вот на данный момент, Алсу Фидаилевна, я так понимаю, что будем требовать с полицией, да?
Что Нет, вы... У нас есть, ну, наверное, Софья сама скажет, у нас в каждом муниципальном образовании, и в законе, кстати, это же акт закона был, то есть он касался 3 законов. Это административный кодекс наш и наш закон об здоровье наших детей, он там длинный, да, психическое, физическое, социальное благополучие наших детей, мы его иногда как комендантский час называем, да, и плюс это по местному самоуправлению, когда в муниципальных образованиях у нас есть представители, уполномоченные должностные лица, которые составляют административные протоколы. В том числе туда и уходят и представители органов МВД, и которые имеют право составлять данные протоколы. Конечно, это определенная нагрузка будет на них. Будет нагрузка, Алсу Федайлевна? Как и всегда. Как и всегда. Каждая Сказал работа. представитель полиции, с прошедшим праздником, кстати. Спасибо. Да, Кирюш. Запрет установлен внесением Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан 2 новыми статьями. Это 2.19, это запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним и вовлечение в потребление. И 2.20 статья это продажа Несовершеннолетним. Да, продажа несовершеннолетним товаров, содержащих жиженый, да, Хорошо. углеводородный газ. Какая ответственность? Давайте проговорим. Здесь санкции административные, административный штраф. Для граждан это от 3 до 5 тысяч, для юридических лиц это от 30 до 50 должностных лиц, да. И для организации это от 100 до 150 тысяч рублей штраф. А за продажу это за зажигалочки, да, получается? Это за энергетики и зажигалки. Одинаково, да. Вот. Каким образом все-таки сейчас будет этот закон работать? Как будем? Вот давайте. Полиция, да, если вдруг кто-то позвонил, узнали и так далее. Я не знаю, как, правда, это узнать, кто вовлекает. Если только родители... Граждане. Так. Нет, то есть человек, если подошел, вот у кассы я стою, например, да, и стоит подросток. У меня, кстати, был такой случай в каком-то магазине, подростка спросил, ну, вот это даже, может быть, и не подросток, продавец спросил, он пиво брал, говорит, паспорт покажи, он говорит, у меня нет паспорта, ну, мне есть, говорит, 21 год. И он мне такой говорит, ну, купите мне женщину. Я говорю, нет, я не, ну, откуда я знаю, да, то есть вот здесь мы должны, граждане, не идти на уловки наших подростков. Да, социальная ответственность граждан, и наши же коллеги тоже говорили, как вот в магазинах будут. Во-первых, большие сети продавать не будут. То есть это вот, ну, наши магниты, в больших сетях, я думаю, что завтра уже, по идее, должны появиться я вам скажу, даже да? когда в первом чтении закон был принят, многие сети уже спрашивали, покажи паспорт. То есть это уже вот ответственность идет, да, и, ну, штрафы не маленькие, тем более на сегодняшний день, да. То есть не каждый продавец, например, хочет там лишиться 5000 денег зарплаты, если у него там зарплата 30 тысяч. И работы в том числе, конечно. Поэтому это, ну, да, какие-то будут у нас, может быть, небольшие там магазины, ларечки, да, но я и думаю, тут как раз-то опять-таки наша социальная ответственность. Если мы сами будем тоже продавцу говорить, а зачем вы продаете, вы же нарушаете закон, почему не сообщить в те же органы? У нас есть очень много систем профилактики, в том числе и РКДН, комиссия по делам несовершеннолетних, которая тоже будет контролировать за этим законопроектом. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Итак, продолжаем. Сейчас мы о социальной ответственности говорили. По идее, сейчас максимально нужно проинформировать от бизнеса, да, бизнес, который заинтересован, который производит продажи, до родителей достучаться. Конечно. И достаточно аккуратно так, чтобы не спровоцировать обратную реакцию у детей, да, в том числе. Итак, что нам сейчас, в принципе, нужно делать? То есть родителям поговорить. Родителям, конечно же, поговорить. Да, родителям, конечно же, поговорить со своими детьми. Если ты видишь это в магазине, то... Подумать о том, ты бы хотел, чтобы твоему ребенку продали, да, что-либо. Либо снимать это нарушение, вывешивать, опубликовывать, либо в соцсетях и так далее. Все это доходит потом уже до и полиции, либо в полицию, да, мы вызываем. Что еще? Какие наши поступки сегодня должны быть? Ну, в первую очередь, тут вот смотрите, продавцы те же самые люди, те же самые матери. И прежде чем повесить просто эту табличку с законом, просто можно их всех собрать и сказать,
вот на этом месте может быть ваш ребенок. Хотели бы вы, Достаточно. Да, хотели бы вы, чтобы с ним такое произошло, да? Потому что любой продавец, и видя любого маленького ребенка, он все равно, ну, хотя бы чуть-чуть достучаться, а не то, что закон повесили, а из-под прилавка я все равно тебе дам эту А закон зажигалку. повесить обязаны, Светлана Михайловна? Нет, такого нет, обязанностей нету, просто должны знать, как правило, вешают для покупателей. покупателей, да? чтобы Скандальных было удобно, покупателей, которые чтобы, недовольны чем-то. не разрешается, чтобы они знали, чтобы каждому не говорить, какая статья, потому что у нас дети сейчас очень умные, они начинают, а на каком основании вы нарушаете мои конституционные права. Вот, прочитай, пожалуйста, согласно закону таком-то, статье такой-то. Вот, и самое главное, что у нас человек, это же лицо, оно, физическое лицо, оно получит те штрафные санкции, которые прописаны в административном кодексе. Хорошо. В общем, сейчас мы призываем, да, взрослое население реагировать на подобные ситуации, обращать внимание, фиксировать эти нарушения, рассказать своим знакомым и так далее, чтобы уберечь в этой ситуации наших детей и подростков. Сейчас давайте так, еще раз, уже близимся просто к завершению программы, давайте прямо по пунктам, да, какие признаки должны насторожить родителей в поведении ребенка, что делать в первую очередь, куда бежать, к кому обращаться. Давайте вот такие абсолютно практичные советы от психолога и от токсиколога. Да. Вот самые первые у нас обращения вот идут, это головная боль. Далее он идет, его постоянно вечером тошнит. Что это такое? Он стал плохо учиться, то есть он вообще практически не учит стихи, он не запоминает. Вот эти вот самые такие первые сигналы идут. Далее там он похудел. Но это может быть, ну, плохо ему в школе, Похудел. некомфортно. Похудел ребенок. Он действительно в течение длительного времени, если какие-то приемы есть, он начинает ребенок такой худенький, бледненький, зелененький, слабый. Снижение аппетита. Да, снижение Снижение там аппетита. аппетита. Или аппетит такой начинает выборочный, что-то он стал любить, не любить. Обычно подростки у нас как? Кушают все то, что приколочено. То есть он растет, мальчик, он кушает, пришел, щей наелся там, первый, второй, а тут Не знаю, начинает... таких мальчик рассказывает. Нет, Ну ладно. это мальчики... Другие мальчики. Нет, у некоторых это мальчики, которые уже подростки, постарше. Они действительно, у них аппетит хороший. пубертат. Они, вот. А если когда она приходит, вот его 14-летнего привела, вот у него головные боли, вот его шатает, у него тремор уже, да, ну тут уже надо бить. Я всегда говорю, господи, мы, психологи, уже не справимся, к наркологу там, давайте проверим его там, и начиная... Ну хорошо, это же маме нужно, во-первых, заподозрить в ребенке, признать, что твой ребенок или наркоман, это или обидно, токсикоман. да. Это Сделать это страшно. родителям еще самое страшное для родителя. Чтобы родитель признал эту проблему. Что потом ему делать? Это, в школе он это не скажет, соседям он это не скажет, родным он это не скажет. Во-первых, в первую очередь, скрывать это начнет сам родитель. Он идет к клиническому психологу. Так, Они путают клинический клинического психолог. психолога. Анонимно. Да, анонимно. Анонимно к клиническому Приходят психологу. и говорят, судьбу не будем коверкать, давайте его полечим. Я всегда говорю, без доктора там нужна, я не смогу ничего сделать, нужна и медикаментозная терапия, если уже серьезный случай. И все, только доктор вам может помочь. Его на учет поставят, он без прав останется. Я говорю, ну тогда жизнь потеряете. У вас что дороже, права, либо жизнь ребенка? Давайте будем отвечать за жизнь, а потом уже решать проблемы с правами и со всем прочим. Потому что иногда до такой степени запущенные случаи, что даже Смотрите, вот самому зависимость примерно, в какой период формируется. Ну, вот я говорю, родители подозревают, ну, заметил через какое-то время. Прошел, например, месяц. Когда уже такая тяжкая стадия? через 6 Ну, в месяцев. среднем от 4 до 6 месяцев. Потому что первые там 2 месяца можно списать на влюбленность, да? Там, если Да, особенно да, пубертат, да. да? Человек страдает, сохнет, девочка не Депрессия отвечает там у взаимностью него, и так да. далее, и так далее. То есть через полгода фактически это уже лечение с наркологом, это медикаментозное лечение. То есть, по идее, через месяц-два, если ситуация не меняется, то, по идее, нужно идти Да, тут психологу. обязательно. анонимно Психолог всё всегда, равно- что 29... Да, они пришли к нам, Да, но да. мы их все равно к доктору направляем. Все равно будете направлять доктора. Уговариваем родителей, уговариваем, куча аргументов, час-два сидим с ними, родители наконец соглашаются, потом я говорю, мы вас примем, вот через неделю сходите к доктору, он напишет заключение, а дальше будем совместно решать, то есть лечение. Иногда они хотят амбулаторное, но тяжелый случай амбулаторный иногда и не получается. А были уже тяжелые случаи у второклассников, третьеклассников? Тяжелых не было, но не совсем хорошие случаи были. Вовремя Вовремя, да. родители обратили внимание просто. Они к гастроэнтерологу идут всегда, потому что тошнит ребенка.
начинают К ходить неврологам, везде где-то. гастроэнтерологам. Головные боли, да, и нарушение питания. Да, к Валерий неврологу Александрович, идут. на что еще обращает внимание родитель? Давайте, вот здесь еще синдрома влюбленности, да, мы тут Да. определили, либо, ну, Влюбился, депрессия. да, там буллинг, я не знаю, который мы Да. обсуждали, еще что-то. Что еще из таких вот ключевых, на что обратить внимание родителей? Ну, наверное, все озвучила коллега, да, там, в принципе, если мы говорим про сжиженный газ, если мы говорим про энергетики, то чаще всего это вот нарушение сердечно-сосудистой системы, это ухудшение состояния зубов, достаточно быстро. Ну, там очень большие сахара, действительно, высокое количество сахаров. Это нарушение сна и бодрствования у ребенка, биоритма сна и бодрствования. Ну, и нарушение поведения, конечно, однозначно. Тоже идти сначала к психологу, да, рекомендуете? Или куда, или к каким специалистам медицинским можно обращаться сразу? Ну, изначально, наверное, можно начать с психолога, если все-таки у нас Нет, психиатр все-таки, наверное, когда Не надо. уже психолог... Тяжело родить. Да, это на этапе уже консультации психологической, если все-таки действительно нужно внедрение специалиста-нарколога, психиатра, достаточно, там все-таки очень достаточно серьезные разные моменты, да, в лечении пациентов, то тогда уже, конечно, к наркологу, психиатру, если... Амина Айдаровна, как представитель родительского комитета, то есть сейчас, по идее, нужна работа с родителями, Конечно, да? нужна работа с родителями, чтобы родители давали своим детям качественную обратную связь. Сильно не ругать, когда видим, что есть какая-то у ребенка проблема, говорить о ней в третьем лице, то есть где-то там у кого-то вот такое случилось, и спросить, а ты как думаешь, а у тебя как, а вот у вас там в вашей тусовке, то есть все время с ребенком быть в контакте, не терять этот контакт, потому что очень многие приходят с подростками, поскольку я медицинский психолог, да, тоже приходят, контакт с ребенком потерян в подростковом, но его же потеряли раньше. Вот сохранить этот контакт. Сначала же ребенок к маме очень привязан, да, остаться в хороших отношениях с ребенком, в доверительных отношениях. Если есть доверие, ребенок с любой проблемой придет именно к родителю в первую очередь. Как убедить самого родителя рассказать об этой проблеме? И начать не то, что как на меня криво смотреть будут в школе, на учет поставят в полицию и так далее, а как убедить родителей, что угроза жизни и здоровья его ребенка. Здесь нужно понимать ключевое, что вам дорого, ваша репутация или ваш ребенок, жизнь вашего ребенка, здоровье вашего ребенка. Потому что здоровье ребенка, оно только формируется, его организм только формируется, да, там, если мы говорим про возраст 8, 9, даже 14-15 лет, организм еще продолжает формироваться. Нет еще не сформированы ни лобные доли, да, не все органы сформированы в достаточной степени. Если мы хотим сохранить здоровье ребенка, где-то нужно принять это в первую очередь родителю, если что-то заметили, пойти к медицинскому психологу, и да, дальше, и если дальше лечение, по то алгоритму, лечение. который предлагают специалисты. Хорошо, Людмила Михайловна, у меня еще вопрос. Какой возрастная категория, мы примерно поняли, да, но все-таки какая С 10 социальная до среда, 16 лет. Нет, с 10 до 16 лет мы говорим, Примерно. да, третий А класс. сейчас у нас и 9 лет. Социальный статус семьи, я не знаю, это... Социальный статус да, Бывает, не что имеет социально значения. неблагополучные, бывает Не- очень даже социально Да. благополучные семьи поступают дети, к сожалению. Я бы хотела добавить, что здесь все-таки помимо пагубного воздействия на организм и органные системы, да, тут еще очень важно, что без квалифицированного специалиста, нарколога, психиатра тягу убрать практически невозможно. То есть вот именно... Психическую зависимость. Да, да? да. Поэтому я зависимость именно сказала сразу, психическую, что к да. психиатру. То есть здесь клинический психолог нужен для того, чтобы родитель как раз принял Сопровождал, проблему, да, и убедил родителя, и да? убедил родителя, родителей. чтобы родитель принял, что вот эта проблема реально существует и насколько она опасна для детей. Хорошо, спасибо. Так, сейчас мы подводим итоги интерактивного голосования с телезрителями. 66% большинство считают, нужен запрет, чтобы не курили. 20% считают, нет, зачем это надо. И 12% считают, чем бы депутаты не тешились. Ну, в общем-то, мы опять говорим, что достаточно большой процент людей, которые пока не понимают всей угрозы того, что происходит с энергетиками и зажигалками. Сейчас вот в завершении программы давайте откажем, наверное, по 3 правила, как уберечь ребенка от этих привычек. И вот наши сейчас шаги в связи с новым законом, который вступает завтра в силу. Людмила Михайловна, с вас начнем. Ну, это самое первое, каждый родитель начинает сам с себя. Я сам веду здоровый образ жизни, я буду внимателен к своему ребенку, и я буду доверять ему и делиться с ним. Тогда и ребенок с вами поделится. Потому что дети, которые, ну, как бы одинокие, я всегда говорю, одинокие и брошенные, ну, на улице их принимают любыми. И для того, чтобы экспериментировать и поднять свое настроение, часто бывает ребенок в депрессии, он использует эти вещества, там хихикают, мультики смотрят, и потом они об этом рассказывают и общаются. То есть быть внимательным к детям. Хорошо, Очень. Алсафа Федайловна.
Не оставаться гражданам равнодушным вот к таким ситуациям, и если выявляют случаи продажи, сразу сообщать в органы и проводить профилактическую работу с образовательными организациями, с родителями, чтобы знали эту проблему, предотвратить. Да, понятно. Раиль Рафаэлович, на ваш взгляд, три основных каких правил? Очень много случаев, когда и родители, и в школе говорят, ну вот мы не знали, мы не замечали. Но я вот не соглашусь с этим. Если что-то случается, в любом случае, или в школе классный руководитель или учителя знают, или родители знают. Но у нас есть такой момент, что мы не рассказываем об этом. Я всегда вот привожу пример треугольной системы образования и воспитания. То есть это родители, это школа, учителя и ученик. Вот эта взаимосвязь треугольника, она должна работать. Когда мы друг другу будем говорить о наших проблемах, и все вопросы будут решаться положительно. Хорошо, спасибо, Амина Айдаровна. Ну, быть со своими детьми искренними, искренне хвалить их, где-то ругать. Есть такая статистика, что на одну какое-то ругательство нужно 3 раза похвалить. Любить своих детей, потому что это ваши дети, да? Но при этом не упускать их, контролировать, быть рядом, чтобы ваши дети всегда могли обратиться. Да? И, конечно же, мне хочется сказать, что обнимать их. Потому что 8 раз обязательно своих детей обнять. Если сейчас кто-то смотрит, обязательно сейчас же обнимите своих детей. Быстрее обнимайте, да. Алия Рустам, на ваш взгляд. Ну, я бы хотела призвать, на самом деле, вот работая в токсикологии больше 10 лет, я понимаю, что у нас настолько изощренные пациенты бывают, да, держать руку на пульсе родителям. Действительно, периодически и мы сами учимся у многих, у некоторых пациентов, которые поступают, ну, какие-то такие наши постоянные клиенты есть. Держать руку на пульсе. Очень много сейчас всякой химии. Новинок. Изобретений. И это не только наркотики, психоактивные вещества, и лекарственные вещества, и растения, мы про них тоже не должны забывать. Конечно же, быть ближе к ребенку, чтобы увидеть первые изменения в поведении ребенка. Ну и, собственно, беречь себя и детей своих, конечно же. Хорошо, спасибо, Светлана Михайловна. Ну, меня, наверное, как законодателя, конечно, в первую очередь интересует, чтобы этот закон работал, и все, от кого это зависит, чтобы они все-таки не нарушали закон и выполняли те свои правила, которые положено выполнять. Ну, конечно, все субъекты профилактики на своем месте занимались именно пропагандой здорового образа жизни, да, объясняли, что это вредно, что новые какие-то, да, то есть работа в этом направлении должна идти. Ну, и, конечно, как вот, наверное, маму, у которой тоже есть подросток, я всегда стараюсь все-таки максимально общаться со своим ребенком, стараюсь объяснить вред этого и всегда стараюсь осуждать не ребенка, а именно поступок. То есть вот этот, и здесь вот опять-таки вот говорим, да, надо родителям тоже объяснять, что главное это ребенок. Главное – сохранить здоровье ребенка. А то, что он совершил, это все можно исправить в течение жизни. Главное – сохранить и встать на правильный путь. Поэтому задачи перед нами большие, и всем субъектам профилактики придется еще работать и работать. Хорошо, Светлана Михайловна, хороший итог. Благодарю всех экспертов, кто был сегодня в студии. Благодарю зрительскую аудиторию за активность. Я надеюсь, что все будет хорошо. Всего доброго, до свидания.